Несмотря на то, что сейчас на реках более-менее спокойно, ущерб от паводка этого года оценили более чем в 1 миллиард рублей. Материальная помощь пострадавшим из республиканского бюджета полагается в размере от 5 до 20 тысяч рублей, из федерального от 50 до 100 тысяч на одного человека. Между тем, многие дома не подлежат восстановлению. В связи с этим рассмотрят вопрос о федеральных жилищных сертификатах. О том, в каком виде это будет происходить, узнала Лана Ильина. В этом доме живут 8 человек. Молодая семья Савиных с детьми и родителями. В первый раз дом сильно пострадал от паводка в 1998 году. А в этом году дом ушел под воду уже в 4-й раз. Дмитрий сейчас делает ремонт, меняет полы, лёжки. Понятно, что старое здание долго не продержится. В этом доме я живу со своей семьей. В этом году затопило. Сейчас строю новый дом, но там тоже затопило. И такая картина не только у Савиных. По всей республике таких домов сотни. Татинское село Чемная было затоплено в этом году полностью. Сегодня здесь жители все получили материальную помощь, ведутся работы по восстановлению, просушка окладов домов. Накануне здесь побывал с визитом исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев и встретился с жителями села. Правительственная делегация посетила не только Чемная, но и Харбалах, который также пострадал от паводка. Сегодня перед руководством региона стоит вопрос восстановления инфраструктуры, связи, противопаводковых сооружений. Мы будем сейчас отрабатывать с нашими федеральными коллегами по получению федеральных жилищных сертификатов гражданских для того, чтобы эти жители могли такие сертификаты получить и, конечно, в конечном итоге компенсировать свои потери от утери жилья. Вот, ситуация сложная, тем более там есть и многодетные семьи, вот числа этих пострадавших людей без, скажем так, с очень маленькими доходами, вот, которым, конечно же, мы будем помогать. В своем первом указе на посту исполняющего обязанности главы республики Айсен Николаев объявил о том, что правительством будет разрабатываться новые подходы по борьбе со стихией. Работа должна быть направлена в первую очередь на предотвращение последствий наводнения, а не только борьбу с ними. Лана Ильина, Павел Пахомов, Татинский улус.